В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Александр Хавренко. Здравствуйте. К 2 годам условно лишения свободы приговорены двое жителей Вилюйского района. Суд признал их виновными по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», совершаемой с применением самоходного транспортного средства группой лиц по предварительному сговору, причинившее крупный ущерб. Преступление было выявлено сотрудниками полиции в ходе проведения операции «Путина-2019». Тогда на одном из участков побережья реки Вилюй, недалеко от поселка Кызылсыр, осужденные были застигнуты при незаконном вылове 15 видов биологических ресурсов, в том числе особей сибирского сетра, чира и других, на общую сумму свыше 33 тысяч рублей. Кроме условного срока, рыбакам придется еще и возместить материальный ущерб. Прокуратура Нерюнгри утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в убийстве. По версии следствия, в октябре 2019 года обвиняемый распивал алкоголь вместе со своим братом. В ходе застолья между родственниками возник спор, кто из них будет ухаживать за престарелым отцом. Не сумев договориться, мирно один из братьев взял кухонный нож и нанес им 3 удара оппоненту. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте преступления. Ранее обвиняемый уже отбывал наказание в виде лишения свободы за убийство. Дело направлено в суд. В Дюрбинском районе возбудили уголовное дело в отношении депутата одного из наследников района. Депутат, который работает директором образовательного учреждения, подозревается в угоне автомобиля и в вождении в нетрезвом виде. Ночью 7 декабря подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел возле кафе-бара в Нерюнгри, как неизвестный ему гражданин вышел из автомобиля Toyota Vitz, при этом оставил ключи в замке зажигания. Желая покататься с ветерком по городу, народный избранник завладел автомобилем. Но прогулка была недолгой. В скором времени подозреваемый врезался в забор жилого дома, после чего бросил автомобиль и покинул место происшествия. В Нерюнгри по постановлению прокурора генеральный директор управляющей компании привлечен к административной ответственности за оскорбление своего работника. С жалобой на начальника обратилась одна из сотрудниц компании. В ходе проверки жалоба подтвердилась. Установлено, что генеральный директор, находясь на своем рабочем месте, в ходе совещания оскорбила сотрудника, унизив ее честь и достоинство. По результатам проверки прокуратура города возбудила в отношении директора административное дело по статье «Оскорбление», то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. По результатам рассмотрения административного материала Нерюнгринский городской суд признал руководителя компании виновной в совершении правонарушения. За свои действия ей придется выплатить штраф в размере 1000 рублей. Полиция Непала задержала большую группу граждан Китая. Их подозревают в совершении киберпреступлений, мошенничестве и контрабанде. Подробности рассказывает Сергей Берец. В ходе полицейской операции в столице Непала Катманду взяты под стражу 122 гражданина Китая. Задержания произведены в понедельник на основании поступивших ранее данных о подозрительной деятельности этих людей. Как отмечают сотрудники правоохранительных органов, китайцы занимались кибермошенничеством и электронным взломом банкоматов. У них изъяты паспорта и компьютеры. По словам высокопоставленного офицера полиции, посольство КНР знало о предстоящих рейдах и дало согласие на их проведение. Официальный представитель МИД Китая Ген Шуан подтвердил эту информацию на брифинге в Пекине. Он назвал операцию успешным примером сотрудничества двух стран в сфере борьбы с преступностью. Сайт газеты «Непали Таймс» сообщает, что все задержанные въехали в страну по туристическим или студенческим визам и жили в нескольких районах Катманду в арендованных квартирах. Помимо финансовых махинаций, они занимались контрабандой запрещенных к вывозу диких животных. О происшествиях в мире, стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей.